Уважаемые коллеги, глава Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер. Уважаемые коллеги, пока небольшая подготовка идет, рад приветствовать вас в Большом зале администрации главы Республики Коми. Рад приветствовать вас здесь. Говорю сразу же, что генеральным нашим спонсором, генеральным партнером является информационное агентство «Итартас». И еще одним информационным партнером, нашим постоянным, является Коми республиканский телевизионный канал «Юрган», который ведет трансляцию в прямом эфире. Можно посмотреть для тех, у кого есть доступ по телевизионной антенне, прямо сейчас включить телевизор, у кого нет, могут посмотреть на сайтах ряда информационных агентств, в том числе на официальном портале Республики Коми irkomi.ru. Кроме того, в ходе пресс-конференции, и уже сейчас у нас организован телемост со студией агентства «Итартас», и я рад приветствовать наших коллег в студии «Итартас» в Санкт-Петербурге и модератора, ведущую Майю Позину. Майя, вы нас слышите? Да, Роман, доброе утро, коллеги. Мы также рады приветствовать вас из Петербурга. Я напомню, что на нашей площадке сегодня присутствует Валерий Федорович Кюршин, представитель Республики Коми в северо-западном регионе Российской Федерации, член правительства Республики Коми, который также ответит на вопросы. А сейчас, Роман, если вы не против, мы откроем пресс-конференцию вопросом с нашей площадки. Да, конечно. Вячеслав Михайлович, 2013 год подходит к концу. Скажите, какие наиболее яркие достижения в реализации плана социально-экономического развития республики вы бы отметили? Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, я хотел бы поприветствовать всех тех, кто находится сегодня в этом зале, тех, кто в Санкт-Петербурге участвует в работе нашего мероприятия. Очень рад той возможности, которая сегодня у меня есть, пообщаться в этом формате с сообществом журналистов и нашей республики, и Санкт-Петербурга. Мы уже достаточно давно в таком большом формате не общались. Поэтому, учитывая наступающий Новый год, 2014, учитывая то, что в преддверии любого Нового года принято действительно подводить какие-то итоги, в том числе, наверное, это актуально сегодня для меня, ну, в общем-то, наверное, и для республики, потому что своеобразно подведение итогов не только 2013 года, наверное, происходит, но и подведение итогов того губернаторского срока, который у меня был, тех 4 лет, которые я исполнял обязанности губернатора. Поэтому то, что я хотел бы сказать, вот отвечая на этот вопрос, можно охарактеризовать вот следующим. Первое и самое значимое достижение, наверное, республики, не только в уходящем году, но и все эти 4 года, заключается в том, что республика ни на минуту не останавливалась в своем положительном движении и развитии. И это касается всех сторон, так сказать, жизнедеятельности республики. В первую очередь, потому что я всегда это говорил, я в этом убежден, основа любого развития и любого развития общества – это, конечно, развитие экономики. Так вот, несмотря на то, что период, и этот год у нас был, и в целом 3 года, пришелся на так называемый экономический кризис общемировой, очередную волну его, тем не менее, экономика республики показала и доказала свою устойчивость. И та многопрофильность республики, которую мы общими усилиями в последние годы развивали, вот упор на эту многопрофильность дал свой положительный результат. Я просто напомню, что если в 2010 году объем, вот в абсолютных цифрах, в рублях, если говорить, да, объем валового регионального продукта республики составлял порядка 350 миллиардов рублей, то 2013 год мы заканчиваем, предварительные оценки говорят, что эта сумма уже составит, объем
валового регионального продукта больше 520 миллиардов рублей. И несмотря ни на какой кризис, и объем ВРП в республике за 2013 год мы ожидаем на уровне 2% увеличения. И то, что касается объема промышленного производства, примерно те же 2% составит. Это выше, чем объем промышленного производства в целом по Российской Федерации. И что самое важное для нас, это касается всех отраслей экономики республики. И темпы роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях все эти годы значимо превышали темпы роста добывающих отраслей, несмотря на то, что, конечно, основа нашей экономики в республике и сегодня это добывающая отрасль. У нас уверенно растут объемы добычи нефти. У нас уверенно растет переработка леса во всех его проявлениях. У нас, несмотря ни на какие кризисы, открываются все эти годы, и этот год не исключение, новое производство. В этом году, вот я напомню, только в лесопереработке у нас, как вот в отрасли, да, открыты 2 новых комбината в 2 районах, причем самые современные и инновационные и так далее. А в чем ценность, собственно, да, вот именно такого положительного развития экономики? Ценность это заключается в том, что это основа уже для социального самочувствия, социального развития республики. Это основа для того, чтобы мы могли реализовывать все те программы, которые, в принципе, вместе с законодательной нашей властью, вместе со всеми жителями республики были приняты и продолжают реализовываться в нашей республике. Результат этих программ социального развития, наверное, самый главный, заключается в том, что уже 3-й год подряд республика показывает уверенный, причем год из года увеличивающийся, естественный прирост населения. То есть, во-первых, в республике рождается все больше детишек, смертность очень приличными темпами уменьшается. И достаточно сказать, что только по итогам 2013 года, 2012 года, вот прошлого, да, рождаемость у нас в республике была наивысшая среди всего Северо-Запада. И одна из самых высоких в Российской Федерации. Это о многом говорит. В том числе, конечно, на это повлияли и общий, так сказать, уровень развития социального республики, и общий повышение уровня жизни в республике. Разные точки зрения на это есть. Кто-то считает, что они недостаточно быстро растут, и доходы населения, да, и, вот, так сказать, улучшение общей жизни. Но факт налицо. Действительно, мы не падаем вниз в этом смысле, а развиваемся. И то, как реагируют на это жители республики, в том числе через рождаемость, лучшее тому подтверждение. Это и программы поддержки материнства, детства, которые у нас в республике в эти годы были реализованы, продолжают реализовываться. Это и те направления, которые мы в эти года делали целевыми. Вот я напомню, что каждый год у нас имеет свою тематику, когда мы концентрируем ресурсы, концентрируем какие-то свои усилия в определенных направлениях для того, чтобы дать дополнительный импульс развития определенных социальных программ. Вот в этом году, все мы знаем, мы заканчиваем год спорта. И если вот, для примера рассказать о том, что же для республики значил год спорта и какие его результаты, ну, мы предварительно подводили итоги и на правительстве, и, собственно, тоже широко достаточно об этом говорили общественности. Но, тем не менее, в 2 словах напомню. Результат того, что мы сосредоточили вот эти усилия в этом году, да, заключается в очень простых, опять же, и понятных всем доступных вещах. Только спортивных объектов, крупных и, так сказать, средних, открыто в этом году в республике новых 10.
Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, официально зарегистрировано в наших клубах, федерациях и так далее, неуклонно растет. Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, растет. При том, что в общем у нас действительно миграционные процессы пока отрицательные, север продолжает уезжать, это естественный процесс, но тем не менее это означает, что при определенном уменьшении общего количества населения, рост людей, занимающихся, уверенный рост физкультуры и спорта, это самый лучший показатель общей организации работы по физкультуре и спорту в республике. Мы в 2013 году, наша республика, заняла первое место в Российской Федерации среди субъектов с численностью населения до 1 миллиона человек, это более 30 субъектов Российской Федерации. Мы заняли первое место по организации, по результатам организации работы по физкультуре и спорту, значит, в республике. Это вот те примеры, которые, наверное, в первую очередь приходят в голову, которые можно назвать вот, иллюстрацией того, что республика уверенно идет вперед. Да, мы не бежим. Как правило, тот, кто бежит, бывает спотыкается. Но мы уверенно и неуклонно движемся вперед. И это самое главное достижение и уходящего года, и последних вот этих 4 лет развития республики. Поэтому вкратце вот ответ будет такой. Но если какие-то конкретно подробности интересуют в любом из направлений, готов ответить. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Я знаю, что у нашего корреспондента есть еще вопрос. Пожалуйста. Итартес Сурков. Вячеслав Михайлович, мы знаем, что в республике действует очень интересная кадровая программа, в том числе и в области привлечения медицинских кадров. Вот насколько привлекательны те условия будут предоставлены медикам, которые решат приехать в вашу республику, и позволит ли изменить ситуацию в медицинском обслуживании вот эта программа? Спасибо за вопрос. Действительно, одно из направлений нашей вот такой кадровой работы, упор на работу по привлечению и воспитанию, подготовке профессиональных кадров в республике, это один из наших приоритетов. Ну, это, собственно, и необходимость, потребность сегодняшнего времени. И то, что касается отрасли здравоохранения, естественно, это тот же вот блок вопросов, которые необходимо нам решать для того, чтобы не просто обеспечить соответствующим квалифицированными кадрами здравоохранения, но и, естественно, улучшить, как вы правильно заметили, то обслуживание населения, на которое, собственно, в области здравоохранения, на которое все рассчитывают. В этом смысле ту программу, которую мы разработали, которую продвигаем, она, может быть, является действительно одной из таких вот картинок, подходов, которые мы стараемся применять. Мы для себя вот эту кадровую работу, кадровую политику делим на две части. Первое – это, естественно, создание условий для подготовки кадров внутри республики. А это, соответственно, базируется на программах модернизации нашей высшей школы, модернизации общего образования, среднего и начального профессионального образования. И в республике в этом смысле действует несколько базовых программ, которые позволяют на сегодняшний день нам, сформулировав те направления, которые у нас надо укреплять кадрами, определить их четко, определить вот базовые условия, задания, что ли, для нашей отрасли образования, для того, чтобы эти кадры действительно были квалифицированы, отвечали тем требованиям работодателей, которые сегодня ставят время перед образованием. Мы помогаем укреплять материально-техническую базу наших учебных заведений для того, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Мы
стараемся открывать и поддерживаем новые направления подготовки кадров. Если говорить о здравоохранении, то буквально вот в этом году Сыктывкарский государственный университет открыл новое направление подготовки медицинских специалистов, лечебное дело. Порядка 80 человек набор у нас студентов был. Но понимаем прекрасно, что этот процесс, он займет ведь не 1 год. То есть нужно учить студентов, особенно медиков, достаточно долгое время, несмотря на то, что подготовка внутри республики у нас идет не только на базе Сыктывкарского государственного университета врачей, это и филиал Кировской медицинской академии, это и учебные заведения начального, среднего профессионального образования. Но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы сегодня решать эти вопросы. Поэтому второе направление вот этой кадровой работы – это, как в старые времена, добрые, сказать на уровне Российской Федерации, сказать на уровне наших соседей о тех возможностях, которые дает республика профессионалам в своем деле, если они приедут в республику, да, и будут работать здесь. В первую очередь речь идет о врачах, о медицинских специалистах, которых мы приглашаем в нашу сельскую местность. Потому что наибольшая проблема с медицинскими кадрами у нас, естественно, в сельской местности, но это, наверное, как и везде в Российской Федерации. Что мы в этом смысле предлагаем? Те материальные условия, которые сегодня в отрасли здравоохранения мы имеем и дальше будем развивать, в первую очередь это касается заработной платы. На сегодняшний день, если говорить о звене врачебном, это в среднем 50 тысяч рублей. На сегодняшний день заработная плата. Средний медицинский персонал в районе 30 тысяч рублей. В случае, если приезжают медицинские специалисты на село, это так называемые подъемные для врача 1 000 000 рублей и 350 тысяч рублей для фельдшеров, для сотрудников ФАПа, медицинских сестер. Это программы, которые на самом деле у нас в республике существуют и по другим, так сказать, категориям наших специалистов, граждан, но тем не менее, в первую очередь, сейчас будем говорить о медиках. Жилищные программы, которые позволяют решить вопросы не просто трудоустройства, но и жилья для приезжающих специалистов. Это те надбавки, которые имеют наши молодые специалисты, приехав работать в сельскую местность, до 45% в зависимости от уровня подготовки этого специалиста и так далее. То есть все, что касается социального пакета, жилищных условий и заработной платы, которая, кстати говоря, в медицинской, в здравоохранении расписана по годам, и у нас есть четкое представление, и, собственно, у людей, работающих в этой отрасли, как будет выглядеть заработная плата вплоть до 2018 года, а эти ориентиры к этому времени составляют у врачей, заработная плата уже должна будет составить порядка 100 тысяч рублей. Это дает возможность людям четко понимать, ради чего они могут приехать в республику работать и что они будут иметь в результате. Ну, собственно, никогда по-другому, наверное, комплектование кадрами на северных территориях, северных регионах и не происходило. Это было в истории республики неоднократно. Поэтому мы здесь не изобретаем велосипеды, мы просто пытаемся возродить те программы, которые существовали в республике и ранее, во времена социалистического прошлого, для того, чтобы решать вот эти кадровые проблемы. Вкратце вот так. Майя, мы сейчас передаем слово нашим журналистам. Господа. Конечно. Дарья Шучалина. Михайлович, здравствуйте. Дарья Шучалина, РИА Новости, Красное Знамя Севера в одном лице. У меня не столько вопрос, сколько, скажем, предложение к вам. Вот вы в своих выступлениях очень часто говорите о том, что в республике, не то что не достает, но, по крайней мере, нужно активизировать работу по патриотическому воспитанию, особенно подрастающего поколения. И каждый год вы получаете отчеты с мест о том, что такое воспитание ведется. Но понятие достаточно абстрактное, и проверить, как оно ведется, не всегда возможно. Тем не менее, у нас есть в республике
республике общественники, которые вот не на словах, а на деле занимаются этой работой. Я имею в виду поисковиков. При этом у них достаточно скромное государственное финансирование, причем одноканальное по линии Минобразования региона. А это те люди, которые за свой счет, причем не только сами, но и со студентами и со школьниками, каждый год ездят на вахты памяти, поднимают останки бойцов, находят их родственников, восстанавливают имена и судьбы, привозят эти артефакты в музей боевой славы и проводят уроки мужества. Словом, работа огромнейшая. И вот в этой связи, быть может, нам не ждать, скажем так, пока каким-то образом господдержка будет сформулирована на федеральном уровне и попробовать все-таки поддержать поисковиков самим, быть может, посредством такой отдельной целевой программы, комплексной, которая бы позволила, скажем, поисковикам более активно еще работать, потому что они люди скромные, они денег сами не просят у правительства, в основном ходят по спонсорам. Вот. И если это возможно, то, может быть, в продолжении этой темы у нас грядет 70-летие Победы, 15-й год, а может быть, 14-й год объявить, не знаю, годом патриотического воспитания, чтобы, скажем, подготовиться к такой юбилейной дате, более основательно. И если вы не против, то, скажем, Общественная палата, и в моем лице, и в лице коллег, как и сами поисковики, они бы, безусловно, к разработке вот такой программы подключились бы. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Интересное предложение. Но что хочу сказать. Первое, мы всегда, вы знаете, поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать работу поисковых отрядов. И не только потому, что это какая-то составная часть вот этой патриотической работы, необходимой, действительно необходимой к развитию, я считаю, не только у нас в республике, в целом в Российской Федерации. Но ведь эта поддержка, она не на словах, а на деле у нас осуществляется. И пусть, опять же, все относительно, да, но тем не менее, может быть, не в самых больших объемах, но тем не менее существует в республике в виде материальной поддержки. И последние годы, порядка 250 тысяч, наверное, ежегодно мы выделяли, но в этом году даже чуть увеличено было, 270 тысяч на работу таких поисковых отрядов. Я с вами не соглашусь в том, что они не обращаются за поддержкой к правительству. Обращаются. В этом году тоже были такие поисковые отряды, которые, обратившись, получили поддержку в виде грантов на на организацию этой работы. Это очень хорошая, это очень важная работа, и мы и дальше будем продолжать поддерживать этих поисковиков. Надо ли здесь отдельную программу создавать? Давайте обсудим, хотя у нас существует, вы знаете, сейчас разработка идет, и мы договорились в целом по республике, да, это программа патриотического воспитания, куда, на мой взгляд, просто должно войти направление этой работы поисковых отрядов как составная часть общей программы. То есть наша задача не придумать как можно больше отдельных программ, да, а свести в единое целое, то есть чтобы было стратегически всем понятно, и как это взаимодействует, и к чему мы идем, единое целое, все направления, которые к этому относятся. А что касается вопроса, работаем мы, да, ставим какие-то задачи по патриотическому воспитанию, а как, собственно, это проверить, да, на месте, как работают, что ли, эти программы. Я хочу сказать, что ничего сложного в этом нет. Самый простой пример. Не так давно проводили мы заседание призывной комиссии, вы знаете, республиканской в Ухте. И вообще хочу сказать, что призыв республики закончился, во-первых, очень успешно, досрочно и 100% выполнением контрольных цифр для республики. Это как раз один из примеров того, как на самом деле начинают действовать те программы патриотического воспитания, работы с молодежью, с призывниками, которые мы принимали, которые активно вместе с ветеранскими движениями, с общественниками, да, сегодня проводим. Но хочу сказать, что в разы уменьшилось на сегодняшний день в республике количество уклонистов. Теперь у нас есть четкая картинка того, что на самом деле желающие служить сегодня в армии, их на порядок стало больше. Сегодня мы решаем зачастую проблемы, как помочь родителям и
определенным ребятам не просто пойти в армию. Если раньше они бегали и просили, как, ну, по-народному говоря, откосить, то сегодня мы заняты тем с ветеранским движением, как помочь ребятам попасть в те войска, о которых они мечтают. Ведь еще 3 года назад этого близко не было. Подвиги наших земляков, которые в том числе, к большому сожалению, жизнь свою отдали при защите интересов нашей Родины и, к сожалению, во внутренних каких-то локальных конфликтах и в других местах, это тоже лучшее подтверждение тому, что на самом деле патриотизм в республике – это не пустой звук. И я хочу сказать, что в республике так было всегда. Во все времена, по большому счету, республике никогда не приходилось краснеть за своих ребят. Это если вот этого направления говорить. А если говорить о более широком, что ли, да, вот, понятии патриотизма, то патриотизм это ведь действительно это и любовь, не только способность защиты Родине, но это и любовь к своей малой Родине, к своей улице, к своему дому, к своей семье. И в этом смысле у нас тоже очень значимые подвижки есть во всех этих направлениях. И то, что вопросов касается демографии, может быть, даже неожиданно это прозвучит. Но это тоже один из элементов, на самом деле, реакции общества на патриотизм как таковой. Потому что если люди верят в свою землю, верят в свою республику, верят в свое будущее, они только в этом случае, собственно, рожают детей, создают семьи, да, и пытаются строить свое будущее именно здесь. Поэтому мы будем продолжать эти программы, будем наращивать и будем благодарны за любые предложения, которые эту работу сделают еще более эффективной и комплексной. Уважаемые коллеги, я немножко на регламенте остановлюсь. Так как у нас время ограничено, всего 2 часа, в 12 нам необходимо завершить, то мы сейчас по вопросу от нашей Сыктывкарской студии и по одному вопросу от наших коллег. Поэтому я сейчас передаю слово снова Санкт-Петербургу. Майя. Да, спасибо, Роман. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, коллеги. Добрый день. Продолжая военно-патриотическую тему, хотелось бы поинтересоваться, будете ли вы, как наши ближайшие соседи, отмечать 70-летие прорыва блокады Ленинграда? Спасибо. Действительно, мы не только ближайшие соседи. Я хочу сказать, что республику и Санкт-Петербург всегда, во все времена, отличали очень тесные, очень человеческие, дружеские связи. Начиная с самых тяжелых времен, когда в период Великой Отечественной войны именно воркутинским углем, в том числе, мы помогали, республика помогала блокадному Ленинграду, жителям блокадного Ленинграда. И наши горняки делали все возможное и невозможное для того, чтобы не просто добыть этот уголь, но и доставить его в блокадный Ленинград. Ленинград помогал республике создавать промышленность, культуру, науку. И во многом именно кадрами ленинградскими были укомплектованы целые, так сказать, отрасли в нашей республике, благодаря которым сегодня республика – это один из самых развитых промышленно, научно, так сказать, культурно регионов не только Северо-Запада, но и Российской Федерации. И, конечно, в этом во многом заслуга санкт-петербуржцев и нынешних, и, так сказать, тех, кто жил во времена и работал социализма. Я уже не говорю о том, что и республику, и Санкт-Петербург связывают и экономические связи. Очень тесные они всегда были. И товарооборот, на самом деле, между нашими двумя субъектами, он постоянно растет. И мы рассчитываем на то, что с учетом тех соглашений, которые мы в текущем году обновили с Санкт-Петербургом, вот эта работа по
развитию дальнейших связей в области культуры, науки, экономики, они будут и дальше уверенно развиваться. Но напомню, что с точки зрения юбилейных мероприятий, так получается, что в этом году мы праздновали в республике 70-летие Воркуты, и в Санкт-Петербурге, в связи с этими событиями, потому что в Санкт-Петербурге в том числе проходили дни 70-летия Воркуты, было принято решение, и в Невском районе появилась улица Воркутинская. На этой улице появился памятный знак горнякам Воркуты, которые в трудные годы, как я уже говорил, помогали своим трудом выстоять блокадному Ленинграду. И за это огромная благодарность от республики, от Воркуты, Санкт-Петербургу. И, безусловно, республика в том числе будет принимать участие в тех мероприятиях праздничных, которые будут посвящены 70-летию снятия блокады в Ленинграде. Потому что для нас это тоже праздник близкий и значимый, как, наверное, для всех жителей Российской Федерации. Большое спасибо. Роман. Коллеги. Игорь Бобраков, газета «Несколько». Я хотел бы задать вопрос по поводу последнего кадрового назначения. Чем вызвано то, что вы на должность руководителя агентства по управлению имуществом взяли Дмитрия Шаткова, человека, так сказать, из федеральных структур, как у нас любят говорить, варяга. И также как получилось, что ранее эту должность занимал Ярослав Зиняк, на которого еще до назначения заводилось уголовное дело. Ну и даже после того, как уголовное дело было другое на него заведено, он еще сохранялся на своей должности даже месяц после вынесения приговора. Спасибо. Что касается первого вопроса, любое назначение кадровое, которое у нас происходит на уровне республики, базируется на профессиональных качествах человека, который приглашается на эту работу. С этой точки зрения понятие «варяг, не варяг» для меня не существует. У меня существует профессиональное качество человека. Я считаю, что господин Шатков может усилить или, скажем, сделать более эффективную работу агентства по управлению имуществом с учетом его послужного списка, его профессиональных качеств. И, кстати говоря, это тоже один из примеров, который сегодня уже звучал по поводу и кадровой политики, и все, что с этим связано. Просто хочу напомнить, что господин Шатков коренной москвич, но принял решение для себя, что ему интересно остаться на постоянное место жительства и работы в нашей республике. С моей точки зрения, это тоже о многом говорит. Это первое. Второе, то, что касается Ярослава Степановича Зиняка. Мы с вами привыкли, это и абсолютно правильно, говорить о том, что мы живем вообще-то в правовом государстве. И действительно только решение суда ставит точку в вопросе, виновен человек или не виновен. Поэтому до того момента, пока, собственно, решение суда не состоялось, я не видел никаких причин для того, чтобы ставить вопрос об отстранении от должности этого чиновника. Когда, соответственно, решение суда состоялось, решение самого Ярослава Степановича было подать в отставку, которую я, собственно, и поддержал. Но напомню, что далеко не поставлена точка в этом вопросе, и судебные разбирательства идут дальше. Когда будет поставлена точка, тогда и будет понятен исход всего этого дела. Но, возвращаясь к началу вопроса, профессиональные качества человека – это самое важное при кадровых решениях. Коллеги, мы вновь возвращаемся к Санкт-Петербургу. Сейчас у нас будет биатлон небольшой. Спасибо. Спасибо, да, у нас есть вопрос. Вязьминский Станислав, координатор проекта «Олимпийская гостиная» и «Тартас Северо-Запад».
Проект этот мы начали осуществлять буквально в этот понедельник, и он продлится по крайней мере, до окончания Олимпийских игр в Сочи. Это точно. Может быть, будем освещать и Паралимпиаду. В связи с этим, естественно, выступление будет освещаться спортсменов не только выступающих за Санкт-Петербург, но и за все регионы Северо-Западного федерального округа, в том числе и за вашу республику. В связи с этим вопрос такой: сколько сегодня спортсменов являются кандидатами от вашей республики в олимпийскую сборную в Сочи? И кого, как вы считаете, можно уже сейчас, если такие спортсмены есть, считать претендентами на медали любого достоинства? Спасибо. Ну, вы знаете, я в определенном смысле человек суеверный, и поэтому сказать, не хочу и не беру на себя смелость за тренеров нашей сборной национальной по тем решениям, которые будут приняты по нашим кандидатам. Конечно, считаю, но это и общеизвестно, что основная надежда наша, которую мы питаем, да, в отношении наших спортсменов, она связана с лыжными гонками. И, соответственно, с теми спортсменами, которые могут представлять республику именно в этом виде спорта. Кто конкретно будет выбран тренерским штабом из тех спортсменов, которые сегодня проходят соответствующие этапы и отборы, да, для этого, покажет время. Сглазить боюсь, поэтому конкретные фамилии сегодня, свою надежду, наверное, озвучивать не буду, но очень надеюсь, что наши представители действительно войдут в состав сборной и покажут себя очень достойно. Просто я знаю уровень подготовки их на сегодняшний день и считаю, что это вполне возможно и реально. Коллеги, возвращаемся в наш зал. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Михайлович, добрый день, Дмитрий Насанелис. Я выступаю в данном случае в качестве блогера интернет-журнала «7/7». Если вы позволите, то перед тем, как сформулировать вопрос, я адресую очень короткую благожелательную ремарку нашему модератору. Роман, у моего коллеги Максима Полякова есть чрезвычайно интересный и острый и актуальный вопрос. Если позволит хронология, я попрошу ему тоже предоставить слово. Постараемся. Вячеслав Михайлович, вопрос следующий. Вот в сентябре этого года в Сыктывкаре состоялся 5-й Северный инвестиционный форум. И что очень примечательно с моей точки зрения, что, в общем-то, у нас в республике инвестиции – это не только теория, но это и позитивная практика. Примеров можно назвать несколько успешных, крупных инвестиционных проектов. Я позволю себе напомнить о двух. Это нефтяная компания «Енисей», которая сейчас занимается строительством второй очереди НПЗ, достаточно крупного, да? И очень успешный проект ЗАО «Ситек» – это строительство завода по производству титанового коагулянта в Ярике. Это два крупных, таких серьезных инвестиционных проекта, которые принесут и рабочие места, и налоги, и социальные программы, и так далее, и так далее. И в этой связи вот несколько коротких вопросов, перетекающих друг в друга. Первый. Какие усилия, какие шаги, какие меры правительство предполагает сделать дальше для совершенствования инвестиционного климата в республике? Вот, это раз. Второе. Вот, может быть, вы готовы назвать какие-то проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы, сопоставимые, например, с НПЗ, с титановым заводом и так далее. Это два. И третье, вы, в общем-то, очень серьезное внимание обратили на экологическую проблематику, особенно в мае-июне этого года. И вот как инвестиционные проекты будут сочетаться с серьезными экологическими стандартами, экологическим контролем. И в этой связи, конечно, вспоминается, например, сюжет по формированию полигона для радиационных отходов. Например, да. Вот спасибо, я закончил. Спасибо. Спасибо. Буквально минутку. Коллеги, давайте придерживаться регламента. У нас всего 2 часа, около 50 журналистов здесь и порядка 10-15, наверное, в питерской студии. Все-таки одно издание, один вопрос. Тем более, если мы хотим помочь своим коллегам задать... Постараюсь
как можно более кратко ответить. Ну, по сути, первое, что мы должны сделать для того, чтобы инвестиционные процессы у нас в республике не просто продолжались, да, а и нарастали. Конечно, вы знаете, что у нас блок и нормативный, и, так сказать, административный, какой угодно, связанный с поддержкой инвестиционной деятельности на территории республики есть. И он работает. И более того, очень многие проекты, в том числе, которые вы называли, они как раз возникли и успешно реализуются именно благодаря тому, что вот такая поддержка инвестиционных процессов, проектов в республике, она действует не на словах, а на деле. Но что нужно, с моей точки зрения, еще усовершенствовать? Это блок, связанный как раз с со снятием излишних административных барьеров. Здесь есть еще над чем поработать. И это касается вопросов, связанных с уменьшением количества времени, которое нужно потратить, да, и количество согласований, которые нужно получить любому инвестору для того, чтобы начать проект уже там, из, так сказать, практической реализации, там, начиная от строительных вещей, кончая подсоединением к соответствующей инфраструктуре, разрешительной документации и так далее. В этом смысле у нас еще не все выглядит оптимально, на мой взгляд. И такую задачу я ставлю и перед правительством, и, так сказать, обращаюсь к нашим законодателям для того, чтобы совместными усилиями здесь еще работу сделать более эффективной. Что касается вопросов, связанных с какими проектами, да, вот в ближайшее время там связано. Самые крупные, которые, я считаю, для нас очень важны, именно как развитие направления дополнительное и развитие нашей базовой отрасли, это, конечно, предстоящее строительство новых шахт, то есть это угольная отрасль. Это проекты Северстали, Новолипецкого металлургического комбината. Понятно, что сегодняшние условия, они достаточно сложные, ну, в экономике в целом, да, в связи с кризисом. Но, тем не менее, нас радует то, что пока все идет в тех временных рамках и планах, которые определены лицензионными соглашениями, имеется в виду геологоразведка, подтверждение балансовых запасов и так далее. Потому что эти проекты, я просто напомню на секунду, они объемом, предполагаемым, так сказать, объемом добычи по 4,5 миллиона тонн каждый. Это сопоставимо с объемом добычи шахты Варгашорской, крупнейшей европейской части страны. Не только страны, но и Европы. В связи с этим связаны направления, и мы над этим плотно работаем, возможности появления углехимии в республике. Потому что, на наш взгляд, это не просто перспективное направление, но и, самое главное, очень интересное и важное для экономики республики. С точки зрения соблюдения экологических стандартов при реализации таких проектов, то я напомню, что все эти проекты, начиная от лицензионных требований, которые недропользователи ставятся, да, они, естественно, базируются на законодательстве, которое учитывает весь комплекс вопросов, связанных с экологическими требованиями, но и, соответственно, контроль за исполнением этих проектов, он должен быть жесточайшим с точки зрения и общественности, и надзорных органов, кто за это отвечает. То, что касается дальнейших программ, которые у нас связаны вот с развитием вот такого контроля или мониторинга за соблюдением экологических стандартов нашими недропользователями, ну, вы знаете, что и до этого, и в этом году в том числе мы принимали дополнительные решения по созданию, и у нас это уже в практической реализации готово, и космомониторинга, и наземных дополнительных возможностей, да, связанных с таким контролем. Мы вышли с предложением к нашим соседям объединить усилия, чтобы этот мониторинг за недропользователями был более эффективен. Это Ненецкий округ и Малоненецкий округ. С тем, чтобы создать межрегиональную систему вот такого жесткого экологического мониторинга. И мы в любом случае всегда говорим, что мы открыты к взаимодействию и с общественными, да, экологическими организациями, чтобы выработать тот комплекс решений,
эффективных, совместных, которые дадут нам возможность именно совместно контролировать выполнение нашими недропользователями всех требований законодательства экологического при реализации этих проектов. Коллеги, возвращаемся в Питер. Спасибо, да, у нас есть вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Виктория Бусарева, журнал «Товарищ». Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы роста межрегионального, извините, пожалуйста, очень волнуюсь, как вы оцениваете перспективы роста прямого межрегионального экономического сотрудничества субъектов Северо-Западного регионального округа, таких как Республика Коми, Санкт-Петербург, Ленинградская область, в условиях нынешних кризисных явлений в экономике? И второй маленький вопросик. Что вы скажете по поводу таких объединений предпринимателей, как торгово-промышленные палаты, например, Республики Коми и Ленинградской торгово-промышленной палаты? Спасибо за вопрос. Ну, частично я пытался немного рассказать об этом, когда отвечал на вопросы о юбилейных мероприятиях, но тем не менее. Хочу сказать, что у нас есть устойчивая база экономического такого взаимодействия между нашими субъектами, между республикой, между Санкт-Петербургом, да и Ленинградской областью, естественно. Я уже не говорю о том, что тысячи наших северян выбирают местом жительства или выбрали ранее местом жительства Санкт-Петербург, Ленинградскую область. Очень многие наши выпускники, наши студенты учатся в Санкт-Петербурге. Но то, что касается вопросов экономического развития, у нас традиционно основа вот, в товарообороте, который, соответственно, мы имеем на сегодняшний день, это со стороны республики, это нефтепродукты, это продукты, продукция лесопереработки. И я думаю, что и в дальнейшем эти направления будут все равно базовыми. Мы будем наращивать и объемы, и спектр, да, производимой продукции, которая, соответственно, охотно сказать, приобретается предпринимателями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взамен мы, вот как правило, да, берем как республика, это продукты питания, это продукция для нашего трубопроводного транспорта, это трубы, да, это все металлоизделия, это в том числе цемент и строительные материалы и так далее. То есть спектр вот этих взаимоотношений, он достаточно широк. Наша общая задача и наших предпринимательских сообществ, организованных, вот вы упоминали торгово-промышленную палату, но я считаю, что это и Союз промышленников и предпринимателей, который, собственно, базово находится и у нас, и в Санкт-Петербурге есть отделение. Это действительно те структуры, которые способны и должны, наверное, в том числе, участвуя в этой работе, ну, дополнительные какие-то мостки строить в развитии этой экономики. А мы уже, как субъект, будем помогать нашим предпринимателям, чтобы эта работа была более эффективной, более интересной. В том числе через те программы бюджетной поддержки развития бизнеса, которые есть у нас в республике. Я считаю, вообще, если говорить об оценке перспектив вот, наращивания этого экономического взаимодействия, я считаю, что после Москвы они, наверное, самые для нас интересные. Я надеюсь, мы ответили на вопрос наших коллег из Санкт-Петербурга. Ну, более подробно о связях можно спросить Валерия Федоровича Кюршина, который находится сейчас в студии. Коллеги, есть еще вопросы из Санкт-Петербурга? Роман, я вижу, что вопросов больше нет. Тогда, Вячеслав Михайлович, разрешите поблагодарить вас за работу, а мы продолжим общение с Валерием Федоровичем. Всем большое спасибо, всего доброго и с наступающими праздниками вас. И вам большое спасибо, и с наступающим Новым годом всех, так сказать, санкт-петербуржцев и конкретно коллег, находящихся сейчас в зале. Спасибо. 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 Возвращаемся в зал. Пожалуйста. Добрый день. Анастасия Одинцова, газета «Наша жизнь», Сыктывдинский район. Вячеслав Михайлович, известно, что оценка работы руководителя во многом зависит
от действий его команды, от просчетов и достижений. Оцените работу своей команды. Спасибо. Спасибо. Но это правда. Это действительно от усилия, или от общих усилий, да, всех, кто работает на достижение общей цели, зависит конкретный результат. Но в этом смысле я хочу сказать, что понятие команды для меня — это не только правительство, которое я возглавляю как высшее должностное лицо. Это более широкое понятие. Муниципальная власть, наши, так сказать, бюджетники, наши, не знаю, руководители предприятий, наши научные деятели, деятели культуры и так далее. Это все члены моей команды. Потому что на сегодняшний день все мы вместе решаем одну общую задачу – сделать жизнь в республике лучше. И в этом смысле усилия, там, я не знаю, Константина Юрьевича Рамаданова или Сергея Ильича Чечеткина, они в работе над достижением общей цели, они ничего не отличаются от тех же усилий Николая Денисовича Цхадая или Игоря Ильича Шпектора, да, хотя он, так сказать, наш общественник, Сергея Ильича Ефанова, который добывает уголь у нас за Заполярной в Воркуте. Это все моя команда. Я не делю нашу республику на тех, кто в каком-то окопе сидит в виде правительства Республики Коми, и всех остальных. Другими словами, я хочу сказать, что вот аналогия для меня, да, это большой семьи. Вот республика для меня — это большая семья. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь работаю. И как в любой большой семье есть непослушные дети, есть, что называется, в семье не без урода. Но от этого семью меньше ты не любишь. Да, и, так сказать, вот я ее люблю. Эту всю республику, это моя семья. И именно так я ее воспринимаю. И буду воспринимать, как бы по-другому это не хотелось интерпретировать кому бы то ни было. И я считаю, что в этом смысле наша общая работа, она очень позитивная. Она очень много уже дала возможности реализовать задуманную нами все вместе. Можно ли было сделать больше за это время? История сослагательного наклонения не знает. Может быть, и можно было. Но в тех обстоятельствах, в тех условиях, в которых мы работали, я считаю, что мы сделали общими усилиями очень много. Но предстоит сделать еще гораздо больше. Пожалуйста, Валерий. Газета «Красное знамя», Валерий Черницын. Я подхвачу, как ни странно, вопрос коллеги, последний вопрос коллеги из Санкт-Петербурга. Я даже не ожидал, что он прозвучит. Вячеслав Михайлович, естественно, смена руководителя региона, смена руководителя страны всегда влечет за собой передел собственности. Вы это тоже прекрасно знаете. И за ваш срок в республику действительно из Санкт-Петербурга пришел очень интересный инвестор. Инвестиционная компания «Таврический». Скажите, пожалуйста, вот там, шахта «Интауголь», Сыктывкарский ЛДК, Нижегородский завод ДВП. Если я вас спрошу, насколько он эффективен, вы наверняка ответите «эффективен». Не могли ли вы привести в таком случае примеры этой самой эффективности? Спасибо. Ну, тем не менее, раз вопрос прозвучал сначала по поводу эффективен-неэффективен, начну с этого. Я считаю, что эффективен, как инвестор. А подтверждению это служит одна простая вещь. Ну, самый, наверное, показательный пример – это действительно шахта управления «Интауголь». У нас, ну, это присуще не только нашему обществу, это любому обществу, это сущность человека, да? Очень быстро забывать плохое, свойство человеческой памяти, и концентрироваться только на хорошем. Ну, это, наверное, и правильно, это позволяет человеку выживать в любых обстоятельствах. Но отличие любого руководителя от просто, так сказать, жителя,
заключается в том, что руководитель себе этого позволить не может. Он обязан помнить и плохое, и делать из этого выводы. Только я вот хочу напомнить через вас всем, жителям республики, что еще, по сути, 2,5 года назад такого предприятия не было. Было банкротное предприятие, и мало того, что банкротного, вопрос вообще о сохранении угледобычи в городе Инта на тот момент времени практически не существовал. Никто особо и не верил в то, что базовая отрасль, а это угледобыча, он те сохранится. Причем процесс вот этих мероприятий банкротных, так называемых, малоуправляем, к сожалению, со стороны государства, потому что это была федеральная собственность, продолжался почти 10 лет. И я напомню, что республика в свое время вынуждена была принимать даже отдельный закон о поддержке горняков, обанкротившегося объединения «Интауголь», по аналогии с Российской Федерацией, и выделять деньги на переселение, на социальную защиту и так далее и тому подобное. Сегодня, при всех сложностях, объединение «Интауголь» не просто работает, а проводит всю техническую модернизацию своего производства. Сегодня имеет наивысшие показатели по производительности труда в угольной отрасли Российской Федерации. Именно это объединение, именно эта шахта. И если организация этого процесса и обеспечение его бесперебойной деятельности, это, с вашей точки зрения, не пример эффективной работы, ну, тогда я не знаю, что же тогда еще может являться примером эффективной работы. Поэтому, вот вы просили пример, я вам назвал. Что касается двух других направлений деятельности, которые вы тоже упоминали, ЛДК успешно работает. Несмотря тоже на все проблемы, которые, соответственно, были с этим предприятием, они тоже общеизвестны, ни для кого секрета, особенно в Сыктывкаре, не составляли. Что касается Книжпогоста, несмотря на все самые сложные обстоятельства, которые сегодня вообще в принципе в Российской Федерации существуют с производством этого вида продукции, я напомню, что два крупнейших комбината не просто прекратили свою деятельность в Российской Федерации по производству этой плиты, а просто ликвидированы как класс. Тем не менее, Книжпогост, несмотря на задержку, на вынужденный простой, опять сегодня начал производство плиты. Поэтому я считаю, что вот такой пример работы инвесторов, он положителен для экономики республики. Конечно, мы будем таких инвесторов поддерживать. Коллеги, продолжаем. Пожалуйста, но только я прошу прощения. Поднимайте руки, ребята, хорошо? Добрый день, Вячеслав Михайлович, коллеги. Печора, Глущенко Раиса Александровна, Печорское время. Вячеслав Михайлович, мы знаем, что вы человек конкретный. Значит, вы сказали, сделали. В начале 2013 года сказали, будут летать самолеты. Л-410 летают. Спасибо. Этим самолетом прилетела и сейчас стараюсь улететь, задав вам конкретный вопрос. Кроме того, что у нас возрождается малая авиация, у нас еще остаются районы труднодоступные. Я имею в виду те районы, которые вы знаете в Печоре. Это Приуральская, Даниловка дорога. 20 километров, и ждем мы больше 30 лет. Вот этот вопрос часто задают на конференции Коми народа, и хотели бы услышать от вас ответ, и тоже конкретный. И еще вопрос задают печорцы по поводу северного своего пребывания. Вопрос по крайнему северу у нас решился, а по районному коэффициенту пока нет. Я знаю, вы предпринимаете усилия, и скажите, пожалуйста, на какой стадии решения этого вопроса? Спасибо. Ну, то, что касается дорожного строительства, значит, неоднократно говорил, сейчас еще раз повторю, что мы
3 года назад приняли решение о бессмысленности продолжения практики размазывать не самые большие средства, которые мы имели на дорожное строительство, по принципу всем сестрам по сиренам. Ну, что в результате получалось из такой работы, мы все с вами знаем. Практически исчезла дорожная сеть. Именно поэтому, приняв первое решение, что мы должны все четко расписать по этапам дорожного строительства, капитального ремонта, текущего ремонта, да, в зависимости от состояния дорожной сети, от приоритетности с точки зрения вообще доступности в том или ином виде транспортной, потому что автомобильная дорога – это не единственный вариант, да, транспортной доступности, и тех возможностей финансовых, которые мы можем сосредоточить для решения этой задачи, мы сформировали программу дорожного строительства. И мы ее сегодня четко, в соответствии с утвержденным планом, выполняем. Она расписана, вот и сейчас тоже, на 3 года вперед, является абсолютно открытым документом. И каждый житель республики может в любом в режиме реального времени зайти и посмотреть, как выглядит этот план в разрезе каждого муниципалитета, каждого участка дороги, в какой год, в каком объеме, какой километраж и какой вид работ будет сделан. Если говорить о возможности внесения изменений в этот план, ну, связанные с тем, чтобы сделать больше, да, или там быстрее эту работу, то, конечно, она в первую очередь связана с возможностями финансовыми республики. То есть, если мы будем зарабатывать больше, то, естественно, поскольку дорожное строительство – это один из наших приоритетов, мы, соответственно, будем и корректировать этот план с точки зрения и новых дополнительных каких-то, да, участков дорог, и с точки зрения вообще ускорения этих работ. Но самая главная задача – это как раз выполнить те обязательства, которые мы уже взяли на себя. Ну, иначе, опять же, будут одни обещания, да, а выполнения не будет. Поэтому мы, естественно, никоим образом не забываем о том, что у нас очень многие направления, к сожалению, сегодня еще не закончены или там не имеют вот этой возможности транспортного сообщения. И ваш пример, который вы озвучили, это один из них. Но, соответственно, все, что необходимо будет сделать в этом вопросе, мы сделаем. Мы сделаем в соответствии с планами, которые будут утверждены, просчитаны и понятны каждому жителю. По зарплатному счету. По заработной плате. Не по заработной плате, по северному коэффициенту. Ну, тоже, чтобы тогда все понимали. Ведь вопрос заключается не в том, что осталась проблема с северным коэффициентом, которая была Печора-Печорский район. Это мы решили. А проблема с северным коэффициентом людей, работающих в федеральных структурах, и наших. К сожалению, это действительно пока остается проблема, но это не только в Печоре, да, это в целом в районах Крайнего Севера по всей республике, которые относятся именно к федеральным, да, составляющим. Это решение было федерального центра в отношении учреждений, структур и так далее, которые работают и финансируются из федерального бюджета. Мы постоянно эту позицию пытаемся сломать, да, вот, пробить каким-то образом, что не может быть такой ситуации, что на одной территории людей опять поделили по принципу, из какого бюджета они финансируются. Пока, к сожалению, хочу сказать, понимания не находим, но это не значит, что вопрос рано или поздно не разрешится. Вы знаете историю первой, да, части вопроса, тоже никто особо в нее не верил, разрешили. Поэтому вода камень точит, мы все равно Минрегион будем вместе с Минэкономикой добивать. И я думаю, что в этом смысле для того, чтобы более эффективно решить эту проблему, нам надо объединить усилия с другими субъектами, нашими северными, потому что это же беда не только республики. Это и Мурманск, Архангельск, ну, все те, Ямало-Ненецкий округ, Ненецкий.
Вот. Если мы, соответственно, объединим усилия, в том числе и усилия наших депутатов, сенаторов и так далее, эта работа будет более эффективна. Вот такую задачу мы сейчас перед собой поставили и пытаемся сделать эти совместные обращения. Пожалуйста, Роман Истомин. Вячеслав Михайлович, Роман Истомин, телеканал «Юрган». Вот на последней пресс-конференции президент Путин заявил о том, что власть должна быть ближе к народу. Вот как вы понимаете это высказывание? И очень бы хотелось, чтобы ваша позиция, сейчас вас слушают многие ваши заместители, министры, муниципальные власти, вот чтобы они услышали вашу позицию сейчас с экрана. Как вы это видите? Как я понимаю, что такое власть должна быть ближе к народу. Понимаю это следующим образом. Это возможность прямого общения чиновника с теми людьми, которые, собственно, из своего кармана оплачивают его работу. Это возможность не стоять годами в очереди на личный прием. Вот я когда стал главой, я хочу вам сказать, что начал с того, что личный прием, когда стал разбираться, оказалось, что люди еще стоят в очереди, которые записывались на личный прием к Юрию Алексеевичу Спиридонову. Это возможность, на самом деле, задействовать все возможные форматы общения или там, обратной связи с людьми. И дать им эту возможность, этих каналов связи. Средств массовой информации, не знаю, того же интернета, там, я не знаю, телевидения, общественных приемных и так далее, что, собственно, мы и стараемся делать. Это возможность пообщаться непосредственно с любым начальником, не в его кабинете, а, грубо говоря, на улице, на мероприятии любого уровня и так далее. И это возможность не получить отписку со стороны любого чиновника, а получить внятный ответ на вопрос, даже если это ответ будет отрицательный. Потому что, ну опять же, по собственному опыту хочу сказать, что вот разбирая обращения граждан, не только обратившись ко мне там, в ходе личного приема, да просто вот на улице, ну, это объективно так. Половина из этих обращений, они нереализуемы в принципе. Но люди должны как бы, получать честный ответ. Если даже это нереализуемо, то почему? Или почему это нереализуемо сейчас? Потому что это может быть реализовано завтра. К сожалению, раздражение чаще всего вызывает именно отсутствие прямого диалога человека с властью. Либо вот это формальный диалог, который, соответственно, на сегодняшний день зачастую бывает. В моем понимании, вот эта близость, что ли, власти к человеку, она в первую очередь должна заключаться вот в присутствии этого прямого диалога во всех его формах. Стандарта тут на самом деле не существует. Это жизнь есть жизнь, и многообразие форм этого общения, прямого диалога каждый день только расширяется, меняется, и так и должно быть, наверное. А вот как общими усилиями заставить нашу вертикаль власти на всех уровнях выполнять вот требования такого прямого общения с людьми, это и есть та задача, которую президент сформулировал перед всеми нами. Но эта задача не может быть реализована только самой властью. Это тоже надо четко понимать. Без участия общественности в этом, это двусторонний процесс. И без выработки предложения, в каком виде на самом деле так сказать, общество считает более эффективным вот это взаимодействие власти и общества, наверное, трудно рассчитывать на то, что эта работа, опять же, будет не для галочки, а по существу. Коллеги, пожалуйста, Наталья.
Здравствуйте, город Ухта, Наталья Круцких, Ухтинское телевидение. Вячеслав Михайлович, очень бы хотелось узнать ваше отношение к строительству в Ухте пункта захоронения радиоактивных веществ. И как вы думаете, если этот пункт, реализация этого проекта будет успешно все-таки внедряться в Ухте, не станет ли вся республика у нас большим пунктом захоронения радиоактивных веществ? Действительно, вопрос очень важный, и не только для жителей Ухты, а в целом на республике. И так уж получилось, что вчера, кстати говоря, в ходе заседания экономического совета, а вопрос был как раз программа организации управления отходами в республике, со стороны представителя Комитета спасения Печоры вопрос прозвучал, мы его достаточно подробно тоже там, как сказать, разобрали и обсудили. Моя позиция очень проста. Вот сегодня ситуация, которая сложилась вокруг обсуждения этого проекта, да, и возможности его реализации, она яркий пример того, как не должно быть на самом деле организовано вот это прямое общение между властью и обществом. Это результат как раз отсутствия этого прямого диалога. Отсутствие возможности на самом деле посмотреть, что же из себя представляет этот проект, не на словах, а на деле, общественности. Посмотреть, обсудить, провести своеобразную общественную экспертизу и понять, что 90% страхов и слухов вокруг этого проекта абсолютно надуманы. Поэтому, и мы вчера, собственно, тоже договорились об этом, я считаю, что в этом смысле надо притормозить активные действия по реализации проекта, вернуться еще раз к его рассмотрению, и эта работа сейчас там ведется, да, этот проект он в полном объеме по запросу местной власти он поступил, именно как проект, как документация, которую можно обсудить, еще раз посмотреть. Он должен быть, пройти вот еще раз соответствующую своеобразную общественную экспертизу. Каждый житель, которому это интересно и важно, должен получить ответы на все вопросы, которые касаются этого проекта, и только тогда, соответственно, принимать окончательное решение о его либо реализации в том виде, как он вот спроектирован, либо, соответственно, корректировки, если это потребуется. Но хочу сказать главное. Этот проект никогда не направлен был на то, чтобы сделать Ухту или там Республику Коми полигоном для захоронения такого рода отходов, как вы говорите, со всей там страны. Абсолютно надуманная позиция, которая основана как раз на том, что недостаток информации в проекте вызывает совершенно ненужные слухи. Поэтому до тех пор, пока этот проект не будет разложен общественности до косточки, до последнего, никаких действий по его там прямой реализации не будет. Давайте перейдем на эту сторону. Пожалуйста, Наталья. Наталья Казаковцева, Сапкоры Тартас Республики, агентство БНК. Вячеслав Михайлович, скажите, вы лично удовлетворены результатом года спорта в республике? Как он позиционировался, как организовывался? И каким все-таки будет 2014 год в республике? Спасибо. По году спорта удовлетворен. Можно ли было сделать работу организационную еще более эффективной? Наверное, опять же, да. Сказать, что совершенно не было недостатков именно в организационном плане, конечно, не могу. Но из всех тех тематических годов, которые вот за последнее время были, он оказался наиболее эффективным по реализации всех планов, которые мы перед собой ставили. Ну и по, соответственно, тем результатам, которые мы получили. Но я хочу сказать, что ведь год спорта 31 декабря не заканчивается, так же, как не заканчивался, так сказать, и год молодежи и так далее. То есть это толчок. А дальше мы, соответственно, все эти программы, связанные с развитием спорта, физкультуры и так далее, будем развивать и дальше. Что касается тематики следующего года. Ну,
действительно было очень много предложений, очень много обсуждений. Мы только на президиуме правительства несколько раз рассматривали этот вопрос. Но сегодня я, в принципе, готов огласить то решение, которое принял окончательно по тематике следующего года. Я считаю, что эта тематика должна логически вытекать из тех тематических годов, которые мы проводили до того. И мы объявим в республике следующий год годом здорового образа жизни, годом здоровья. Как комплексного понятия, которое на самом деле затрагивает все составляющие этого понятия, начиная от здравоохранения и кончая развитием физкультуры, спорта, молодежи, поддержки детей и так далее и тому подобное. Потому что здоровье – это единственная ценность, которая дает возможность человеку чувствовать себя счастливым. Потому что если нет здоровья, все остальное бессмысленно. Поэтому вот такой вот тематика следующего года. Пожалуйста, на эту колонку. Пожалуйста, девушка. Анастасия Ющук, студентка Сыктывкарского университета. Сейчас большие обороты набирает проект «Городские легенды». Вячеслав Михайлович, скажите, какую легенду можно было бы воплотить, по вашему мнению, в городской скульптуре? Спасибо. Во-первых, хотел бы сказать, что мне, кстати говоря, очень нравится этот проект. На мой взгляд, замечательный. И самое главное, мне нравится вот эта неравнодушность жителей Сыктывкара, да? Как активно все стали участвовать в обсуждении возможных каких-то проектов на территории Сыктывкара. Вот как житель, просто рядовой, там Сыктывкара, ну, вот я думаю, что, наверное, было бы не лишне, по крайней мере, да, посмотреть реализацию такого проекта. Вот если посмотреть по всему Сыктывкару, то у нас часы есть вот на улице, да, на фоне нашей инфраструктуры. Ну вот на вокзале, там аэропорт, где-то там в центре электронное табло, да, на нашей пожарной каланче. Это плохо. Вот если бы был бы реализован проект, в моем понимании, да, часов, под которыми можно было бы встречаться влюбленным, и не просто, так сказать, столб, на котором висит кругляш, да, с часами, а обыгранный с точки зрения нашей мифологии или еще каким-то образом, да, часы, там, я не знаю, дерево чудес там, или еще что-то, то это было бы, на мой взгляд, ну просто как горожанин, одна из интересных точек, где было бы, так сказать, место встречи, где было бы интересно проводить рядом время. Я такое предложение напишу, а дальше там пусть обсуждают все. Пожалуйста. Простите, не услышали еще раз, можно? Лимеров Павел, журнал «Арт». В республике есть ряд изданий периодических, которые составляют, наверное, культурное лицо республики. Это прежде всего литературно-художественные издания, журналы, детские журналы и газеты. Но они финансируются у нас на 70%, на общих основаниях. Вот нельзя ли их финансировать на все 100%, хотя бы потому, что они общественно значимы? И второй вопрос, будет ли год села? Спасибо. Ну, что касается первой части вопроса, тут даже, наверное, не как глава республики, да, а как министр финансов, бывших их все равно не бывает. Хочу вам сказать, что не существует в природе такого понятия, как это финансирование на 100%. Ну, просто у кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий. Поэтому как можно сказать, что такое вообще 100% финансирования? Есть какой-то норматив? Да нет, конечно. Особенно, когда мы говорим о финансировании, о поддержке в виде финансирования средств массовой информации. Я с вами абсолютно согласен, что тематика, о которой вы говорите, в том числе детская тематика, она должна быть приоритетом в нашей поддержке. Но ведь это так и есть.
На сегодняшний день, если вот 2013 год взять, у нас 3 направления, вот, которые я помню, да, поддержки издания социально значимой литературы, а это как раз социально значимая литература, да, и поддержка, и в том числе гранты на ее издание, это порядка 7,5 миллионов рублей. Так вот, 70% из них, если вот результаты конкурса этого года вспомнить, там, по-моему, 27 книг по конкурсу издано, да? Общим тиражом там порядка 18 или 19 тысяч. При том, что, конечно, конкурс был гораздо больше. Так вот, 70% из них — социально значимая литература для детей и юношества. То есть 70% этого финансирования пошло именно на издание этой литературы. Поэтому вопрос тут не заключается, на мой взгляд, не в том, много или мало. Всегда будет мало. Вообще, в принципе, понятие «бюджет» существует именно потому, что денег никогда много не бывает. Ну, если бы их было достаточно, бюджет-то ведь не нужен был. Сколько надо, столько взял и потратил. А бюджет именно существует именно потому, что количество денег ограничено. А вот как их эффективно использовать с наибольшим эффектом, это как раз задача, вот как мы вместе договоримся, общество, да, как законодатели закрепят, а мы их потратим. Приоритет будет всегда отдан вот в поддержке средств массовой информации именно и в издании литературы тем направлениям, о которых вы говорили. А дальше, соответственно, необходимо принимать дополнительный комплекс мер для того, чтобы, соответственно, был и дополнительный заработок, и распространение соответствующей литературы изданной. То у нас зачастую бывает так, что литературу-то издали, а потом она на складах лежит. Это неправильно. Поэтому вот примерно так. Коллеги, давайте переместимся сюда. Пожалуйста. Николаева Наталья, газета «Новый Север», Ижма. Мой вопрос касается дороги Том-Керки, которая проходит по территории трех районов — Ухтинского, Сосногорского, Ижмского. И часть этого участка принадлежит частной компании, которая никак не обслуживает дорогу, мосты находятся в разрушенном состоянии. И вот у меня вопрос, как решается эта проблема сейчас? Вот спасибо, кстати говоря, за этот вопрос. Яркий пример того, каким образом у нас, опять же, возвращаемся к общению, да, непосредственному прямого власти и человека. Вот, к сожалению, на самом деле, не к счастью, а к сожалению, пришлось уже на уровне главы республики вмешиваться в решение этого вопроса для того, чтобы понять, что там вообще, в чем проблема. И оказалось, что проблема не стоит выеденного яйца. Первое. Никакого частного владельца дороги там никогда не было и нет. Почему местная власть в лице Сосногорского района в свое время не произвела необходимые действия для того, чтобы отмежевать необходимые земли и перевести их в соответствующий статус зимника, потому что там вся протяжение вот этого направления, по большому счету, а не дороги, это зимник. Вот 2 района сделали, 1 нет. Вот там, где, собственно, это. Поэтому первый шаг после того, как мы вмешались и разобрались, заключался в том, чтобы провести эту работу по межеванию, по ее регистрации, как положено, да, по определению объема средств, которые необходимы для того, чтобы поправить вот эти вот разрушенные мостки и так далее. Эту работу сделали, сейчас регистрация заканчивается. Деньги на ремонт выделили, район их уже получил, это более 9 миллионов рублей. Вчера, кстати, на комиссии по безопасности дорожного движения этот вопрос был задан, и агентство дорожное как раз докладывало. Ремонтные работы сейчас все начнутся. Там порядка 5 или 6 мостов будут отремонтированы или сменена одна труба, ну, то есть этот переход, и, соответственно, обустройство зимника. Это вот первый этап. Самый важный, что, наконец, разобрались, проведут ремонтные работы. Второй этап — это уже, так сказать, установить в нормальном виде систему обслуживания дороги в целом. И здесь есть 2 варианта, на самом деле. Либо
будут выделяться субсидии каждому району для обслуживания своих участков, либо эта дорога целиком, но это уже как дорожное агентство сформулирует там свое видение и предложение, будут переданы в собственность республики, и тогда будут обслуживаться дорожным агентством. Все. Вопрос не стоит выеденного яйца. Если бы на месте по-серьезному занялись сразу. Коллеги, давайте останемся здесь. Софья Петровна Киреева, Красная Печора, Устильна. Жители Пижмы очень благодарны вам, Вячеслав Михайлович, за то, что в этом году они справили новоселье в новой средней школе, прекрасной. У нас еще построили овцеферму на 500 голов и лыжную базу сдали. Это все очень хорошо. И Устилема надеются на то, что все-таки в 2014 году приступят к строительству лечебного корпуса. Потому что лечебный корпус у нас никакой. И вот совсем недавно было в нашей газете опубликовано коллективное письмо пациентов. Там в основном люди взрослые, знаете, под заголовком «Палата номер 7». В общем, люди очень надеются на это, потому что проблему по школе вы решили очень быстро. 10 лет она решалась, вы за 1,5 года сделали. Значит, вот пусть очень даже надеемся. не сомневается никто в Уссельме, что, безусловно, это будет сделано. Опять же, почему проблема-то возникла? Ведь это решение, оно уже состоялось, вы знаете, да? И в программу вошло соответствующее строительство. То есть госкапвложением все учтено. Но, к сожалению, как это зачастую у нас сегодня бывает, работа над проектно-сметной документацией, да, как напоролась опять на недобросовестных исполнителей. Поэтому с учетом всех тех претензий и прочих вещей, которые были по проектно-сметной документации, работу эту, наконец, вроде закончили, как Миноргстрой вместе с местной властью докладывал. И мы уже теперь имеем все законные основания переходить в практическую стадию реализации. Мы просто потеряли все вместе 1,5 года на голом месте, да? А опять надо работать над проектно-сметной документацией. К сожалению, есть такое. Но все будет реализовано, не сомневайтесь. Давайте перейдем, господин Овчинников. К сожалению, спрятались, поэтому сразу не заметил, прошу прощения. Овчинников, Вячеслав Михайлович, вы начали пресс-конференцию с рассказа о всем хорошем за 4 года. А что было плохого, за что вам стыдно за эти годы, что хотелось бы переделать? Ну, в частности, вот я хотел бы спросить, почему такие хорошие, в общем-то, интересные проекты, как переселение жителей лесных поселков Печепашню, как Серегово, да вот то, что вчера обсуждалось, повышение безопасности с помощью видеокамер, делается у нас через одно место. Делаются годами, расходуются средства, время и все остальное. Вот такой у меня вопрос и как бы маленький еще вопрос, что будет после 14 января? После чего? После 14 января. Я понимаю, что 15 будет, да. Но сами ответили. Вот кроме этого. Но первое, что хочу сказать. Мне не стыдно ни за один из тех 4 лет, 4 годов, которые я занимал эту должность. Вопрос, можно ли еще, я уже как бы упоминал это, да, в своих ответах, можно ли было сделать больше и лучше? Ну, теоретически, наверное, да. Но опять же, еще раз говорю, история не знает сослагательного наклонения. Считаю, что общими усилиями сделано очень много. Что, считаю, не удалось за это время до конца. И над чем еще предстоит работать, вне зависимости от того, что будет после 14 января. Это вопрос кадрового обеспечения любого, на самом деле, направления деятельности в нашей республике. Потому что большая часть проблем, которые вы в том числе сейчас называете, она вызвана общим снижением профессионализма работающих сегодня в любой сфере наших людей. Надо честно об этом говорить. И прямо. Потому что общее такое впечатление, что там
недоработка, ну, той же Поинги или там любой, вот, вопрос, связанный там со строительством, он что, всерьез кто-то думает, что это вина на 100% какого-то чиновника, что ли, который за это отвечает? Это ничуть не меньше вина тех людей, которые своими руками, да, делают то, что называется строители, проектировщики и так далее. Куда ни плюнь, сегодня общий уровень профессионализма похвастать мы не можем. Это не только наша беда в республике. Это в целом беда Российской Федерации. Иначе бы и не звучал вопрос о такой острой необходимости экстренных мер по кадровой политике в стране в целом, по подготовке квалифицированных кадров. Чудес не бывает. И для того, какие бы замечательные мы решения не принимали, их кто-то реализовывает. И здесь есть три составляющих, на мой взгляд, три составляющих, которые позволяют говорить о том, что любая цель, которую мы поставили, может быть достигнута эффективно. Первое, это ее правильно сформулировать, а это уже профессионализм тех, кто отвечает за выработку стратегии, за организацию управления и так далее. Второе, это профессионализм тех, кто исполняет это решение на всех уровнях. От чиновника до последнего строителя. Если хоть один из этих элементов сбоит, чудес тоже не бывает. Какой бы чиновник, он бы 7 пядей во лбу не был, но если, извините, 2 левых руки у строителя, то никакой чиновник это не поправит. И он вынужден будет искать замену этому леворукому строителю, чтобы привезти откуда-то, раз здесь на месте нет, для того, чтобы, соответственно, цель выполнить. И третье – это контроль. Контроль, в том числе эффективный контроль на всех этапах. От, сказать, финансового, да, как используются средства, до общественного, а как выполняются эти работы. Потому что можно и цель правильную сделать, и деньги лишние на самом деле не выделить, да, все вроде посчитано. Но сделано будет, опять же, таким образом, что потом хоть стой, хоть падай. Приезжаешь, когда смотришь, вроде все как это, хотели как лучше, получилось как всегда. Так кто это виноват-то? Это мы все. Поэтому меняться нам нужно всем в отношении, на самом деле, к нашей собственной, построению собственной жизни здесь, в республике, в России в целом. Всегда надо начинать с самого себя. Вот я в этом смысле не отделяю себя от этого тезиса. И в первую очередь, точно так же копаюсь и думаю, что у себя я не доработал в организации и в анализе, для того, чтобы сделать свою работу более эффективной. Поэтому основное, с чем придется бороться и в дальнейшем, и над чем работать, это именно вот эти направления. И второй момент, который очень важен, я считаю, что именно это первоочередной вопрос будущего республики, это усиление работы над экономической составляющей развития республики. То есть те проекты, которые нам необходимы к реализации в республике в области экономики, должны являться и будут являться базой для социального развития экономики. Ничего другого не бывает. Не будем ускоренно и там, комплексно развивать экономику, никакие социальные программы нам не удастся реализовать. Для этого не будет основ. Поэтому вне зависимости, еще раз возвращаясь к тому, что там будет после 14 января, эта задача будет актуальной и первоочередной для любого руководителя республики. Жизнь заставит. Коллеги, продолжаем. Можно? Девушка в красном. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Дарья Башлыкова, 3-й курс направления журналистика Сыктывкарского университета. Вопрос про миграцию.
Ведь в основном мигрирует из Республики Коми молодежь в поисках реального карьерного роста и каких-то более приятных перспектив в профессиональном своем росте в карьере. Что нам может предложить республика в лице правительства, чтобы молодежь все-таки не мигрировала, а оставалась в родной республике для профессиональной своей карьеры? И второй вопрос. Если вы готовы пожертвовать своими коллегами ради второго вопроса, пожалуйста. Он коротенький совсем. Когда стипендия достигнет прожиточного минимума? Спасибо. Вот первое, то, что касается вопросов миграции и условий для развития молодежи в республике. Но опять вот из области слухов. Кто сказал, что у нас в основном молодежь мигрирует? Наша отрицательная миграция в республике, она связана не с оттоком молодежи. Ну, в силу вашего возраста вы, так сказать, живете в новой России и родились в ней. И поэтому вряд ли знаете, на самом деле, а как выглядела ситуация в республике с вот такой вот движением той же молодежи, миграционными процессами во времена социализма. Вот я вам хочу сказать, что я поехал учиться в институт, в город Москву, в период рассвета, вот самый пик развития республики был, в 1984 году. В моем классе было 30 человек. Поступили в институт в первый же год, по-моему, 26. Из этих 26 человек поступило в институты республики, если память не изменяет, 5 человек. Все остальные уехали. И из тех, кто отучился где-то там, это во времена социализма, то вот байки по поводу того, что сейчас только это происходит. Да это всегда было. Вернулись в республику, вот так, как я, из этих там 20 с небольшим человек, по-моему, 6. Ни о чем это не говорит. Во все времена человек, он всегда ищет для себя более комфортные условия. Во времена социализма, когда республика усиленно развивалась и строилась экономика, 60-е, 70-е годы, люди сюда приезжали. Тут было 2 волны роста населения. И люди более старшего возраста это прекрасно знают. Значит, базово, до того, как республика там, в период войны вступила, количество населения коренного здесь и постоянно проживающего составляло там чуть больше 200 тысяч человек. Основная волна прибытия населения, 59-й год, 800 с лишним тысяч человек, она была связана с массовым освобождением людей из мест заключения и оседанием здесь, потому что большая часть из них, ну или определенная часть, во-первых, была без права выезда, во-вторых, осев и некуда было ехать, они оседали здесь вынужденно. Вторая волна, в 60-е и 70-е годы, люди приезжали сюда, что называется, за длинным рублем, зарабатывать деньги. Тогда это действительно была политика государства, когда здесь был хороший северный коэффициент, там, льготы там, по проезду и многие прочие вещи. Люди ради этого ехали, но эту зарплату платили не за красивые глаза, а за то, что условия проживания этих людей в республике были нулевыми. Вот когда мои родители приехали в Инту, я еще не родился, то Инта представляла собой набор бараков. И их руками построено, потом было благоустроено жилье. Они жили и строили это в неблагоприятных условиях. Чего сегодняшняя молодежь для себя не приемлет. В этом беда. И как только экономический стимул, длинный рубль исчез, чудес не бывает. Вот тут же севера стали уезжать. У нас отрицательный миграционный процесс, это за счет, извините, Воркуты, Инты, Вуктыла и так далее. Да? Те, кто живет за полярным кругом или у паленого круга, кто сегодня не видит смысла, нет такой вот заработной платы, которая бы позволяла, да, людям чувствовать себя, вот жизнь в неблагоприятных географических условиях,
искупало бы все. Ну, это факт. И если посмотреть общее число жителей, вот, которое уменьшилось, это Воркута это 50% дало уменьшение. Было 250 тысяч, сегодня 90. Вот и все уменьшение, которое у нас в республике за это время произошло. Чудес не бывает. Люди поехали к себе на родину, те, кто приезжал сюда, не навсегда и никогда не связывал себя навсегда с этой республикой. Это объективный процесс. Это возвращается на родину и пенсионеры, да, и те, кто сегодня ни при каких обстоятельствах не хочет лезть в шахту, работать. Та же самая молодежь. Вот вы говорите, а какие условия республика может себе предложить в карьере? Да какие угодно. Я вам самый яркий пример этой карьеры. Я сюда приехал, никто и фамилия была никак. Ни папы с мамой с мохнатыми руками партийными, ни дяди миллионеры, ничего у меня не было. Я то, что называется человек, сделавший себя собственными руками. И таких, как я, здесь очень много. А теперь скажите, если взять за 100 единиц наших молодежи, которая уезжает, сколько из них в процентном отношении реализовало себя, вот как вы считаете, достойно, да, на таком же уровне по отношению к республике? Это ничуть не выше такого же процента, чем в самой республике. Здесь масса успешных, реализовавших себя молодых людей в республике. Но готовых работать, готовых рисковать, готовых не сидеть на месте, да, а, соответственно, решиться поехать куда-то, даже в неблагоприятные условия, но зарабатывать, строить карьеру. У нас на сегодняшний день, это небольшой секрет, вот предприятие «Лукойл» выпускает, по контракту учит до 100 человек в год выпуск в Ухтинском государственном университете для себя. Нефтяников. В «Лукойле» одна из самых высоких заработных плат средних, да, у нас в республике, да и в Российской Федерации. Но, закончив вуз, нужно ехать на буровые, нужно ехать мастерами, нужно работать своими собственными руками. Через год остается 10-15 человек. Остальные избегают. Беда не в том, что сегодня нет возможности себя реализовать в республике молодежи. Беда в том, что молодежь хотела бы все и сразу. Не жертвуя комфортностью проживания, да, комфортностью там, каких-то условий. Ну, так же не бывает. Это же реальная жизнь. Для того, чтобы что-то получить, надо что-то вложить, чем-то пожертвовать. Других вариантов я не знаю. Да их и не существует в природе. Поэтому, еще раз, для того, чтобы сегодня реализовать себя в республике, и в том числе в карьерном плане, есть все возможности. Причем в любом направлении. Начиная от муниципального и государственного, и, так сказать, кадровый резерв, не на словах, а на деле это у нас ярко показывает. И кончая на производстве. Ну, надо не бояться работать. Так же, как не боялись работать наши родители. Им это все не с неба упало. Что касается, значит, стипендий. Вы знаете, что, ну, если мы говорим о высшем образовании, стипендии это у нас федеральная составляющая, это федеральное решение. Конечно, наверное, было бы правильно, чтобы эти стипендии, как в старые времена, обеспечивали прожиточный минимум. И к этому надо стремиться. Но сказать сегодня, когда решит федеральный центр для себя эту задачу именно таким образом, ну, конечно, я не могу, я за федеральный центр не отвечаю. Но стремиться общими усилиями к этому надо. Это правда. Коллеги, мужчина. Александр Селиванов, газета «Вультует», «Удары». В нашем районе уже не первый год наблюдается, как бы не первый уже глава, кризис власти района. Когда будет реальная, нормальная власть на Ударе? Спасибо. Ну, вы знаете, на самом деле я хотел, самое простое было бы, это мне переадресовать этот вопрос к вам, как к жителю Удары. Вообще до последнего момента, я напомню,
глава, или, ну, как в народе обиходно говорят, мэр Удары, да, это вообще-то человек, который был всенародно избираем. Так, наверное, тогда все-таки кризис власти в первую очередь заключается в том, а как, собственно, люди выбирали себе эту кандидатуру, на кого они делали ставку. Что касается сегодняшнего положения дел, насколько я информирован о положении дел в районе, то к февралю месяце должен появиться новый, скажем так, глава района, который, очень надеюсь, не повторит те ошибки, которые были присущи последние годы местной власти. Потому что жители района, конечно, не должны страдать от того, что вот такой неудачный выбор приводил к неудачной работе района в целом. Мы со своей стороны, конечно, будем стараться район поддерживать во всех отношениях. Но это даст свой эффект только в том случае, если в самом районе будут приложены хоть какие-то усилия, не только со стороны власти, но и со стороны жителей, для того, чтобы эти программы-то они хотя бы реализовывались. Потому что все решения, которые мы принимали по Ударскому району, практически ничего не реализовано, да, в отличие от других районов. Просто потому, что никто ничего не занимался там. Так тут хоть кол на голове тише. Чего бы мы не пытались сделать, если не будет этого стремления навести порядок у себя, вам самим, никто вам за него его и не наведет. Невозможно навязать счастье кнутом. Но поскольку решение, я так понимаю, уже принято и в устав внесены соответствующие изменения, и появится у вас теперь сити-менеджер, то ответственность человека, который будет занимать эту должность, она будет адекватна, что ли, да, тому, надеюсь, тому спросу, который будет по отношению к этому сити-менеджеру предъявлен, да, жителями района. И уж, по крайней мере, если этот сити-менеджер не будет справляться со своими обязанностями или работать не так эффективно, как жители района на это надеются, порвать с ним отношения можно будет не просто проще, а в два счета, в отличие от предыдущей ситуации. Это все. К сожалению, не могу не обратить внимания. Да. Анна Панова, газета «Ухта». Вячеслав Михайлович, тут хоть и не поле чудес, но, пользуясь случаем, хочу передать привет вам от многодетных семей города Ухты. Это люди с такой активной гражданской позицией создали свое общественное объединение «Много деток». Одна из мам, Раиса Федорова, была у вас на первом личном приеме еще в 2010 году. Так вот, по их мнению, по мнению многодетных семей, в республике уже назрела необходимость принять закон, республиканский закон, по аналогии с законом о ветеранах, где было бы прописано очень четко понятие многодетной семьи, ну и обозначены там различные льготы. Но вот еще, благодаря чему я и получила право на вопрос, хочу вас спросить, а ваш самый лучший день в году, день рождения, он какой? Как вас поздравляют дома, как вас поздравляют коллеги, и с наступающим вас. Спасибо большое. Ну, знаете, я не готов сейчас сказать, вернее, оценить это предложение, что необходимо создавать какой-то новый закон отдельный, да, поскольку не очень понимаю пока, а что, собственно, недостаточно в той законодательной базе, которая сегодня существует по отношению к многодетным семьям, чтобы создавать еще отдельный закон. Ведь наличие отдельного закона – это не гарантия решения всех проблем. Вот если есть недостатки в существующих каких-то нормативных документах или законодательных,
то их надо обсудить и, может быть, принять решение о том, какие изменения нужно в них внести или дополнения, да, чтобы было более эффективно. Грубо говоря, на каждый чих ведь нельзя создавать законы. Это не самый эффективный способ решения проблем. Но, тем не менее, если такое мнение есть, то у меня просьба просто передать этим активистам, да, представляющим многодетные семьи, возможность изложить это в каком-то письменном виде и просто передать через мою общественную приемную. Я обязательно посмотрю и обсудим, в чем там смысл. День рождения, он, наверное, как у любого нормального человека. День, который, наверное, какой-то своеобразный, знаковый. Поздравляют, как обычно, как любого другого человека. Домашнему, по-домашнему поздравляют. На сам день рождения стараюсь на работе, непосредственно в кабинете, не бывать. Вот все. Коллеги, пожалуйста, девушка в фиолетовом. Да. Добрый день. Екатерина Дремлюка, газета «Башкирские вести». Вячеслав Михайлович, у меня к вам такой вопрос. Предусматривается ли в 2014 году поддержка, финансовая поддержка на развитие жизнедеятельности моногородов, например, таких как Емва? Спасибо. Вы знаете, если не знаете, просто напомню, что вот такой комплексная программа, да, по поддержке, по модернизации моногородов федеральной, до сих пор, к сожалению, не существует, хотя соответствующие решения были. И когда эти решения, соответственно, там состоялись на федеральном уровне, то была предложена следующая конструкция. Вот федералы определяются с базовыми принципами по отношению программы развития моногородов или их там реструктуризации, а, соответственно, субъекты федерации входят составной частью в эти программы. На основе тех планов, которые делают субъекты федерации вместе с предприятиями этих моногородов. Всю необходимую подготовительную работу в этой части мы выполнили, мы подали все соответствующие заявки на уровень Российской Федерации, но пока, к сожалению, эта работа никуда не сдвинулась в практической плоскости. Но президент страны в очередной раз сейчас поставил задачу все-таки вернуться к этой проблеме. Это мы считаем абсолютно правильно. Я надеюсь, что в 2014 году какими-то общими такими усилиями с Федерацией эти программы мы все-таки примем. Тут вопрос даже не в наличии каких-то денежных средств, или в обязательности наличия денежных средств, а в самом понимании. Нам главное на месте необходимо понять, а что мы и как попытаемся реализовать в этих моногородах с тем, чтобы решить главную проблему, привязку именно к монопроизводству. Потому что ведь это и есть основная проблема. На мой взгляд, здесь во многом необходимо сосредоточить свои усилия на поддержке развития малого и среднего бизнеса. Потому что перепрофилирование таких монопроизводств, это уже опыт не только наш, в целом, Российской Федерации, да и мировой тоже говорит, перепрофилирование достаточно сложный процесс и не всегда объективно экономически возможный, чтобы сохранить либо профиль предприятия, либо, соответственно, его масштабы. Но это не значит, что нельзя решить проблему занятости людей, и инфраструктуры этого моногорода другими путями. И вот здесь как раз важны те подходы, о которых я говорю. У нас в республике очень есть хороший пример, когда в рамках программ финансирования самозанятости населения, в основном это касалось сельских районов, когда соответствующие решения были приняты в период кризиса,
оказалась одной из самых успешных из всех программ, которые мы реализовывали в части занятости населения. И успешных не только в части освоения средств, потому что это самое простое, а в части того, что те проекты по самозанятости, которые состоялись на уровне этих муниципалитетов, если мне память не изменяет, более 80% сохраняются и развиваются. То есть не то, что люди взяли денежку, быстренько в течение года ее потратили и на этом разбежались. Нет, это действительно очень успешный проект оказался. И его тоже соответствующим образом можно и нужно, наверное, тиражировать, в том числе и на таких территориях, где расположены монопроизводства. Коллеги, молодой человек. Андрей Портнягин, студент СГУ. Скажите, пожалуйста, вот многие, наверное, согласятся со мной, то, что профессиональная деятельность оставляет свой отпечаток на личности. И я хотел бы вас спросить, как отразилась ваша деятельность на посту главы Республики Коми? Какие изменения в вашем характере, может, произошли? Вот. Спасибо. Ну, конечно, отпечаток свой наложила. Это работа. С точки зрения моих домашних, не самые лучшие изменения в характере произошли, но я стараюсь с этими, изменениями бороться, я их понимаю. Но в первую очередь это просто связано, наверное, с тем, что график рабочий, когда я работал в Министерстве финансов, я думал, что более плотного графика трудно придумать, чем у финансиста. Но оказалось, что это была, так сказать, белая полоса в моей жизни, работа финансиста. Сегодня в этом смысле возможностей свободного времени у меня практически вообще нет. Из этого исходят и очень многие вещи, которые связаны с такими отпечатками, да, которые накладывают моя работа на мой характер и на мои привычки. Но это естественно. Как вы правильно сказали, любая работа накладывает свой отпечаток. Важно просто понимать, что если эти изменения, они мешают эффективности работы, мешают окружающим, нужно с этим бороться. Нужно их понимать, принимать и стараться поправлять. Коллеги, буквально в продолжении остается время на один вопрос. К сожалению, следующее мероприятие, оно не за горами. Вот Алексей Карпов, Коминформ. Оставим наше главное агентство без вопросов. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Всем известно, что вы являетесь преданным болельщиком футбольного клуба «Спартак». Вот хотелось бы, соответственно, вопрос задать. Как вы оцениваете игру команды в этом сезоне? Способны ли победить? И у нас вот в этом году в Госспорту приезжали ветераны футбольной команды. Следующий год вы объявили год здорового образа жизни. Возможен ли приезд хотя бы парочки игроков действующих для проведения мастер-классов? Спасибо. Первое, я думаю, что, конечно, возможно. Почему нет? С учетом того, как у нас сегодня детская спортивная школа наша футбольная развивается, я считаю, что это было бы очень неплохим стимулом для наших ребят, тем более, что и наши спортсмены, даже так называемые звезды, на самом деле достаточно охотно откликаются на такого рода просьбы, такого рода предложения. Кстати, спасибо за это предложение, обязательно подумаем. То, что касается моего отношения к «Спартаку» и к возможности стать ему чемпионом, я вообще хочу сказать, что я стал болеть за «Спартак», когда он вылетел в первую лигу. Конец 70-х годов был. Я всегда в него верил и буду верить. И всегда буду считать, что он достоин чемпионского титула. А в этом сезоне мне его игра нравится. Коллеги, я благодарю вас
за Давайте работу. еще как называется, бонус, да, еще один вопрос. Давайте последний вопрос. Елена Борисовна, вот вы все руку поднимали, я смотрю, никак на вас выбор не падал. Отдельно поговорим, Хорошо. если позволите. А тогда, если уж дали слово, поедете ли вы в Сочи на Олимпиаду? Ну, я очень постараюсь поехать на открытие в составе делегации такой общероссийской губернаторской, если позволит, так сказать, рабочий график. Но, к сожалению, присутствовать на самой Олимпиаде, на спортивных состязаниях у меня возможности не будет. Если бы звучал вопрос, поедете ли в Сочи отдыхать, было бы интереснее. Да? Коллеги, еще раз всем спасибо за работу. Напоминаю, что сегодня наша пресс-конференция велась при поддержке информационного агентства «Итартас» и информационной поддержки комреспубликанского телеканала «Юрган». Всем спасибо, до встречи в следующем году. Огромное спасибо и от меня всем присутствующим. Я понимаю, что, может быть, не всем, так сказать, удалось задать вопрос, но, пользуясь случаем, я хочу сказать, что с удовольствием отвечу на те вопросы, может, которые не прозвучали, на которые могут быть в письменном виде заданы, и обязательно это сделаю. Это первое. Во-вторых, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы 2014 год каждому жителю республики, ну и в первую очередь присутствующим здесь, принес только радость и счастье, исполнение всех, так сказать, мечтаний, всех задумок, которые у нас у всех есть. Ну и я нисколько не сомневаюсь, что так и будет. Поэтому с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо большое. Так.